В республике в снежном плену оказались более 200 человек. После недавних метелей одну из улиц в селе Аксеново Альшеевского района до сих пор не могут очистить от снега. Местным жителям пришлось даже отказаться от автомобилей. Что уж говорить о легковушках, когда пешком-то к своим домам люди пробираются с трудом. С места событий репортаж Руслана Батыргариева. Вот так вот нам приходится ходить. Это еще ладно, здесь тропинка есть. В нашу сторону там даже тропинки вот нет уже. Вместо веселых покатушек нелегкий путь до дома. Обычный тюбинг Таисию Микамалова использует, чтобы хоть как-то разгрузить руки. Накануне Нового года мать 5 детей решила побаловать домочадцев подарками. Каждый день вот так вот таскаем продукты по бездорожью. В садик, в школу дети ходят. 2 детей по рельсам в школу ходят. На свой страх и риск отправляем их, как куда деваться. Другого пути нет. Железная дорога делит Аксеново на 2 части. По одну сторону села основная масса улиц, через рельсы вокзальная. Конечно, можно еще на машине по дороге, но не в эти дни. Не то чтобы на машине пешком-то пройтись по улице Вокзальной целое испытание. После прошедших метелей местами высота снежного покрова превышает отметку в 1 метр. И это там, где должна проходить дорога. 4-е сутки в снежном плену лишь по свеженатоптанным тропинкам до магазина и обратно. Автомобиль для них теперь не роскошь, да и не средство передвижения. Пожалуйста, вот они, все шофера, все с машинами. Все, как говорится, у кого на той стороне, у кого на приколе стоит. Если что случится, вот, например, люди болеют, к ним, пока врачи приедут, он может умереть. Еще если пожар. Сначала пытались пробить дорогу своими силами. Поняли, что колесным трактором бесполезно. Особо не помог и местный бульдозер, говорит глава сельского поселения. В итоге за помощью обратились к дорожникам. На сегодняшний день уже выехало большой тяжелый грузный вот этот грейдер. Пробьет ли, не пробьет ли, ну попытаемся. Перед самым эфиром стало известно, что с помощью тяжелой техники все-таки удалось пробить дорогу по улице Вокзальной, протяженность которой примерно 3 километра. К слову, здесь проживают более 200 человек, в том числе Таисия Микамалова. Многодетная мать надеется, что в ближайшее время погода не преподнесет подобных сюрпризов. И тюбинг понадобится разве что детям покататься с горки. Руслан Батыргариев, Владимир Шевчук и Мунир Вильданов. Новости. Альшеевский район.